Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками. Ну что, господа и дамы, день X настал. На улице сегодня 10 час утра. Это 8 января. На улице погоды в зависимости от района города от 49 до 52, 53. Но вообще даже те же самые 49 благодаря влажности и ветра воспринимается как 54 градуса. Вот. Дабы не было подвоха, сейчас я не буду заходить в помещение, чтобы не думали, это может у кого-то закрадется крамольная мысль, что я вынесу и поставлю антифриз с помещения. Я вот в таком виде замороженном прям сразу пойду и проверю, что же случилось с нашим антифризом на улице за 2 дня при температуре минус 50 градусов. Ну что, развернули камеру и приходим в наше любимое место. И для одного из подписчиков будет у нас бонус. Спрашивал про цветишку масла. Вот мы ее и заодно тоже посмотрим. Так, смотрим, что с ним стало. Минус 50 за 2 дня он промерз. Зелененький. Смотрим, что стало с красненьким. С красненьким все то же самое. Но он, сейчас посмотрим, что у нас с бутылочкой. Бутылочка мягенькая. То есть он превратился в кисель. Он спокойно прожимается. Можно будет его опустить. И он начинает так же, как и зеленый, будет стекать. Вот. И зеленый в таком же состоянии. То есть минус 50 для него, в котором написано минус 40, сложновато будет держать. А вот что будет с ним, да, вот он стекает, видно. Он как кисель стал. Мы его оставим сейчас и посмотрим, что с ним будет, когда у нас потеплеет хотя бы до минус 45. Вот так. Дальше посмотрим, будем делать эксперимент. Так, решил я добить этот эксперимент. В каком же он состоянии минус 50. Так, ладно, чтобы не упало. Ну, он как кисель. Отсюда видно. Ну, чуть-чуть водичка есть. Даже еще чуть-чуть жидковатый, да. Угу. Вот такого плана антифриз получился. То есть, скорее всего, его сможет провернуть в двигателе. Правильно? Угу. Оставляем, как и говорил, до минус 45. Потому что он все-таки до минус 40. Посмотрим, как он справится с минус 40. На улице ночью было ниже минус 50. Так что будем посмотреть. Угу. Все, оставляем, продолжаем эксперимент. Вырубать. Так, задавали у меня вопрос специально бонусом. Какая у меня есть трансмиссионка для вариаторов первого поколения японских автомобилей. Цветишку мы от United доморозили, а вот модуль я не проверял. Но это синтетика, и заявлено, что она держит минус 51. Давайте посмотрим. Действительно ли это. Так, холодный контейнер.
условия, что надо. Поставь пока на паузу, сейчас мы ее откроем. Вот, которые CVT TC. Посмотрим, что с ним стало. Ну, как мед. То есть, оно, конечно, загустело. Но, учитывая, что на улице в городе от 49 до 53, а по официальному прогнозу 49 сегодня в городе в целом, но из-за влажности и ветра ощущается как 53, да и ночью было за 50, то есть масло очень сильно промороженное, и я считаю, что для масла, у которого заявлено минус 51 застывания, данный результат очень и очень неплохой. То есть масло осталось весьма подвижным и хватит буквально 10-15 метров, чтобы в агрегате он его спокойно разогрел, чтобы оно стало подвижным. То есть оно не превратилось в какой-то лед, в какое-то желе там слишком сильное. Ну да, немножко подзагустело. Странно было бы, если бы оно вообще не загустело. Но масло осталось весьма и весьма подвижным. То есть это бонус для моего подписчика и моего постоянного клиента, который задал вопрос про трансмиссионку для вариаторов. Вот, отвечаю на твой вопрос. Значит, продукт весьма хороший для вариаторов первого поколения азиатского автопрома. Что касается антифриза, то я считаю, лично мое мнение, минус 50 он, конечно, немножко стал шубой, но при этом остался относительно подвижный. Появились небольшие кусочки, да, вот такие, но, как мне кажется, помпа с ним спокойно бы справилась. Но и с другой стороны, мы напрочь замерзшую машину заводить бы не стали, явно бы все это делали с подогревом, и он довольно быстро бы разогрелся. Это второе, то есть свои минус 40 заявлено он явно держит. Но с антифризом оставляем на улице и буду ждать погоду там 45, 43, 45 градусов, посмотреть, как он поведет себя при этой температуре, потому что минус 40 он точно выдержит. Всех с праздниками, ждем небольшого потепления и продолжим эксперименты с антифризом. Покупаем, приезжаем, хорошая CVT-шка, Мобил, не подделка, Мобил еще европейского производства, даже не Турция. Вот, самый настоящий, есть штрих-коды, можете его проверить спокойно. Вот такой вот замечательный продукт. Пока, всем пока.